Как известно, кошки – это священное животное у многих народов. Коты и кошки почти повсеместно символизируют хитроумие, ясновидение и красоту. Кошки приносят удачу и являются хранителем домашнего очага. И чтобы в доме всегда все было хорошо, предлагаю вам сегодня шить вместе с нами подушку-кошку. С вами «Зеркальце» – передача для девочек, которые не унывают и любят экспериментировать. Я Юля, а мне помогает сегодня Неля. Мы начинаем! Вечером под ушки просятся подушки. Поделитесь с нами тайнами и снами. Ух ты, как складно получается, правда, девчонки? Итак, девчонки, для сегодняшнего нашего творчества нам понадобится ткань, лаке, шаблон, ножницы, иголки, нитки. Швейная машинка, синтепон и хорошее настроение. Ну что ж, начнем. Ну вот, давай разложим нашу ткань. Хорошо, я с удовольствием тебе помогу. Отлично. Так, один кусочек положим лицевой стороной друг к дружке. Закрепим иголочками. Молодец. И то же самое сверху. Теперь прикладываем шаблон. Совершенно верно. И обводим его. Так, тоже придерживай. Не забудьте, девчонки, что таких деталей у нас должно быть 2. Теперь берем ножницы и вырезаем. На первый взгляд кошка кажется большой, но когда мы ее набьем синтепоном, она обретет свою форму и уменьшится. Все верно. Силуэт нашей кошечки-подушки готов. Теперь нужно сделать мордочку. Берем ткань, рисуем мелком. И вырезаем. Сможешь? Да. Неля, а тебе больше кто нравится, кошечки или собачки? Кошки. А почему? Не знаю, просто они такие милые. Готово. Хорошо. Можно я немножко подровняю? Вроде бы подушка такая простая вещь, но и она имеет свою историю. Давайте-ка послушаем наш сундучок. История появления подушки своими корнями уходит в далекие века до нашей эры. Подушками пользовались еще фараоны. В истории были и другие интересные подушки. Например, в Китае у состоятельных мандаринов, в зависимости от богатства, подушки были каменные, фарфоровые или металлические. Истории известна подушка из драгоценных металлов, инкрустированная драгоценными камнями. Выглядели подушки как прямоугольные подставки. До не очень давних пор в Японии самыми распространенными были подушки из дерева. Соответственно, чем реже порода дерева, тем подушка дороже. Греки начали первыми применять мягкие подушки. Наполнителем в подушках служили перья птицы, шерсть и сухая трава. В основном подушки шили из кожи или ткани и украшали раскрашиванием, вышивкой, бисером и бахромой. Столько интересного, оказывается, связано с подушкой. Я тоже не знала. Но вот наша мордочка готова. Вот что получилось. Смешно. Теперь осталось собрать нашу кошку на машинке. Прошиваем нашу кошечку по контуру и оставляем отверстие 10 сантиметров, чтобы набить нашу кошку синтепоном.
выворачиваем нашу подушку. Помогай. Так, одно ушко, другое готов. Теперь наполняем его синтепоном. Делаем попышнее. А ты знаешь, что в нашего котика можно положить не только синтепон? А что еще? Ну, например, пшено или гречневую шелуху. Говорят, от головной боли помогает. Интересно. А ты знаешь, из чего сделан синтепон? Нет, а из чего? Из пластиковых бутылок. Ничего себе! Вот мы распределили наш синтепон по подушке и зашиваем отверстие. А наш котик лежит или сидит? Ну так сразу не поймешь. Давай доделаем его, и тогда будет понятно. А вообще, наверное, форма котов может быть разной? Конечно. Девчонки, выкладывайте свои идеи в нашей группе ВКонтакте. Ну вот, я практически закончила. Расправляем синтепон. Ну и теперь делаем мордочку нашему котику. Вот мордочка. Приклеиваем ее термоклеем. Девочки, термоклей очень горячий, поэтому работаем аккуратно. Мордочка на месте. А сейчас наш котик совсем оживет, ведь мы приклеим глаза, а глаза – зеркало души. Вот глаза. Отлично. Второй глаз с тебя. Ага, Клей очень горячий, будь осторожна. я постараюсь. Остался нос. Наш маленький красный носик. Ну как, тебе нравится? Да, а у нашего кота Леопольда будут усы? У него уже и имя есть. Ну, конечно, какой кот без усов. Давай сделаем при помощи черной пряжи. Так, отмеряем. Такой длины хватит? Да. Кстати, Нель, а почему ты выбрала именно эту ткань и красный цвет? Эта ткань не пачкается и легко стирается. Здорово придумано. Кстати, о усах и волосах. Посмотрим-ка мастер-класс по прическам.
Ну вот наш кот Леопольд готов и отправляется в свое путешествие на диван к Нелли. Сегодня было весело. Мы узнали много интересного, например, из истории подушки, и научились делать модную прическу. На сегодня все. Но впереди нас ждет еще много интересного. Следите за нашими выпусками. До скорых встреч в нашей мастерской. Увидимся в зеркальце. Пока!